Сегодня в эфире штаб Татар ТВ. И сегодня душещипательная и всех интересующая тема – это личная жизнь. Как тебя зовут? Меня Булат. Булат, скажи, ты счастлив в личной жизни? Начнем с того, что у меня ее нет. Вот. Как так? Ну так, я в поиске. А что нужно для счастливой личной жизни? В первую очередь, наверное, нужно быть в гармонии с самим собой и уже потом идти в какую-то личную жизнь. Ты в гармонии с самим собой? Я в гармонии. А что тебе мешает для счастливой личной жизни, если ты уже в гармонии? Я не в гармонии с самим собой. Вот так вот. Булат не в гармонии, поэтому нет счастливой личной жизни. Скажи, пожалуйста, что сначала, карьера или любовь? Это вопрос о том, что важнее, чувство или разум. Мы получили прекрасный философский ответ от Булата. Добро и зло, черное и белое – это не про любовь и не про счастливую личную жизнь. Первый раз в штабе. Да, я впервые здесь. Как тебя сюда занесло? Мы все ребятами-татарами общаемся, и один из ребят как раз пригласил нас сюда, сказал, вот, давайте, ребята, соберемся и пойдем все-таки уже. Нравится? Мне здесь очень нравится, очень напоминает о доме. Вот это родная татарская деревенская атмосфера. Все ребята здесь, свои, как будто, хотя никого не знаешь. Ты замужем? Я нет. А парень? Тоже нет. У нас там кто, Ренат был до этого, да? Надо как-то познакомить там с Клеем, да? С Клеем. Скажи, пожалуйста, по-твоему, что нужно для счастливой жизни девушки? Во-первых, помнить свои корни, никогда не забывать, потому что важна эта передача поколений, передача традиций, передавать эти традиции детям. Очень важна религия, неважно, христианство это, ислам, неважно, это все равно придает какую-то структуру жизни, это каркас жизни. И, наверное, самореализация. Самореализация для кого? Самореализация, во-первых, для себя, чтобы оставить что-то за собой помимо детей, разумеется, и, во-вторых, чтобы этим детям что-то дать. Что может дать самореализованная счастливая женщина в семье? Наверное, внутренний климат. Если женщина счастлива, если ее потребности такие закрыты, то она не будет ругаться лишний раз. Обычно люди не злые, они несчастные. Это значит, что у них что-то выпадает из жизни, чего-то не хватает. А когда все желания закрыты, наверное, и психологическое здоровье домочадцев тоже в порядке будет. Всем привет, меня зовут Ильнур. Ильнур, ты женат? Еще нет. Что значит еще? Готовишься? Не в ближайшее время, но в общем и целом надо бы. Но уже есть кандидатка? Пока нет. Какая твоя идеальная кандидатка? Любящая, честная, добрая, самодостаточная, еще самодостаточная. Так, вот от этого мы сейчас и будем отталкиваться. Хорошо. Что значит самодостаточная? Самодостаточная значит, которая реализовалась в жизни, следовала своим мечтам. Скажи, пожалуйста, сколько должна зарабатывать твоя самодостаточная кандидатка? Заработок не так важен. Важно, чтобы она занималась любимым делом. А если ее любимое дело будет занимать 12 часов в сутки? Это все не важно. Главное, чтобы она наполнена была всегда энергией и могла наполнять меня энергией. И тогда все будет хорошо. Какой энергией должна тебя наполнять твоя самодостаточная кандидатка? Женской энергией наполнять должна мужчину. Женской. А что ты дашь ей? А я ей взамен буду давать... Деньги? И деньги, заботу, защиту и опору. Сколько денег готов давать? Мы просто сразу так уже... У нас тут есть, да, правда, уже нарезки кандидатки? В зависимости, сколько нужно. Сколько готов, мы тут уже подберем. Тут же зависит от заработка, поэтому... Так, продолжим. Какой у тебя заработок? Это коммерческая информация. Я не готов ее разглашать на YouTube. А если будет кандидатка, как мы ей скажем, что ей как раз подходит? Если будет кандидатка, то я с кандидаткой индивидуально этот вопрос обсужу, и мы придем. То есть без свах, да, вы собрались как-то так решать этот вопрос? А как же традиции? Не, я не следую традициям, сваха не нужна. Махар будешь платить? Тоже не считаю нужным. Ильдар, ты сказал, что любишь давать интервью. Да. Что еще ты любишь? Рассказывать интересные вещи. А что ты считаешь интересными вещами? Например, какие-нибудь факты из истории татар,
Какие вас интересуют? Махар будешь жене платить? По правилам никяха, да, махар надо выплачивать. Размер махара оговаривается заранее. У каждой невесты могут быть свои предпочтения, скажем так. Но об этом На какой махар готов? ради любимой женщины я горы сверну. Гелендваген? Нет ничего невозможного. Представляете, какой мужчина у нас сегодня? Какая для тебя идеальная девушка, для которой ты на махар подаришь Гелендваген? Всегда были предпочтения, чтобы девушка, помимо внешних данных, она еще была умная, порядочная, милая, добрая, как бы. Помимо красоты важны еще внутренние качества. И если первое и второе совпадет, то это будет просто идеальный вариант. Идеальный вариант мы будем искать для нашего нового жениха, который готов выплатить любой махар, лишь бы его девушка была счастлива. А Ренат только что сказал, что он хочет, чтобы я вышла замуж. Почему у тебя такое желание, Ренат? Ну, потому что я считаю, что такая девушка не должна долго ходить без спутника жизни. Спасибо тебе большое. А у тебя есть спутница жизни? Ну, пока в поиске. Что нужно для удачного поиска, как ты думаешь? Ну, чтобы человек был хороший, самое главное. И все, вот как увидишь хорошего человека, сразу все, счастливая жизнь. Ну, как бы сразу спутницу жизни не убирать, надо повстречаться, попереписываться, узнать человека, потом выбирать. Ага, слышали, да? Сначала нужно повстречаться. Сколько нужно повстречаться? Когда, скажем так, когда у тебя не щелкнет, что твой человек. Ну, это сам человек понимает, когда на свидание сходили там 5 раз, 6, и ты понял, кто человек или нет. Секрет удачной счастливой жизни от Рената – свидание 5-6 раз, и тогда, как только у вас щелкнуло, можно заводить уже семью, правильно? Да. В эфире штаб Татар ТВ «Прекрасная Венера». Девушка не только с чудесным именем, но и очаровательной внешностью. Рассказывай о себе. Меня зовут Венера, и мое имя говорит о себе само. Это правда. У нас сегодня тема «Счастливая личная жизнь», ее секреты. Какие у тебя секреты личной жизни? Личная жизнь должна оставаться личной, наверное, это главный секрет. Ну как, у нас, смотри, сколько у нас много молодых людей, еще неопытных. Нам же нужно с ними поделиться, рассказать, что значит счастье, как построить это счастье, чтобы меньше ошибок совершали. Наверное, главное действовать из открытого сердца, когда открыты к общению, когда в других видим только хорошее и сами тоже готовы показывать это хорошее в себе. Наверное, мне кажется, это главный секрет не только в личной жизни, но вообще, в принципе, общение. Откройся сам и откроется тебе, наверное, так. Венер, скажи, идеальная жена, она какая? Любимая. Идеальная жена, любимая. Секрет счастливой личной жизни – это любимая жена и любящий любимую жену муж. Меня зовут Женя. Скажи, пожалуйста, девушка есть? Нет. Что ж у нас такое? Мы сегодня как не спросим, ни у кого нет ни девушки, ни жены. Почему нет девушки у такого Жени? Пока это стоит не на первом месте. И Что же у тебя на первом месте? дела разные. Это какие такие дела, что девушка в таком юном возрасте не нужна? Такие дела, чтобы Да ты потом успокойся. девушка чувствовала себя прекрасно и хорошо. Ничего. Деньги зарабатываешь. Да. Сколько хочешь денег заработать? Мне надо 200. 200 тысяч? Да. Много еще собирать? Не так много. Сколько готов девушке отдавать? Сколько потребуется. Все, готов отдавать? Ну и на себя тоже оставлять надо. Зачем? Ну, чтобы с Но мужиками... она тебе будет давать сколько надо. Ну, это... То есть подойдешь, скажешь, можно мне сегодня 185 рублей? Нормально? Хватит? Мне нет. 200, что ли, надо? Рублей? Да. Ну, 250 хватит? Нет. Вы посмотрите, а какие у нас сегодня мужчины привередливые. Но если я хочу с друзьями сходить в баню, например. Так, девушки, вы слышали, он уже в баню собрался. Ну ничего, мы поговорим и научим. Какой для тебя идеальный муж? Идеальный муж, который меня любит. А что насчет денег? Насчет денег, ну, я уверена, что мужчина должен зарабатывать больше, потому что женщина в какой-то момент, она уйдет в декрет. Вот. Но я считаю, что и женщина лучше ей тоже зарабатывать. Может, не так много, конечно, но
мало Но ли это что. уже не важно, это Да. уже ее деньги. Это ее деньги, конечно. То есть мужчина зарабатывает деньги для всех, для семьи, а женщина только для себя. Это так сразу для Рената, который там что-то там себе уже напридумывал. 3 главных вопроса. Ну, давайте я назову свой топ-3, попробую, по крайней мере. Вы спросили. Ну, самое главное, чтобы она умела готовить. Умела готовить, запомнили девушки? Вот, была хорошей хозяйкой, ну и хорошей То есть мамой. убиралась, да? Ну, так и помыла везде, почистила, да? Ну и чтобы детей любила, самое главное. Детей любила. А ты любишь детей? Да, Сколько хочешь детей? 3. А что мало-то так? А сколько, 5 надо? 6. Ну, 6 Потянешь 6 детей? потянем, да. Потянешь. Слушай, а как ты относишься к многоженству? Мне- По чесноку все расскажем. Но мне, Вот мне одной хватит, если честно говоря. тебе одной или твоему кошельку? Не, мне. Главное, есть- чтобы любящая была, чтобы человек был хороший, опять же, и все. А там сколько жен, это не важно. Слышали, да, оговорочку по Фрейду? Значит, сколько жен уже не важно. Ну, мне одной достаточно, потому что я однолюб, как бы вторую не рассматриваю, так скажу. Пока не рассматриваешь? Нет, вообще. Нет, я понимаю, в исламе, конечно, многоженство, но не запрещено. Можно, конечно, если ты там арабский шейх и так далее. Все, что не запрещено, все разрешено. Правильно? Ну, если бы я был Правильно. арабским шейхом, то... Как только Да, Ренат наверное. станет арабским шейхом, сразу все будет ему разрешено. Какого сегодня к нам мужчину занесло? Красивого. Как вас зовут? Василий. Василий. Вы женат, Василий? Да-да. Какая для вас идеальная жена? Расскажите о своей жене. Своя. Мы со студенческих времен, со скамьи студенческой познакомились, и прямо когда учились, еще поженились, и вот уже 40 лет живем в браке, уже 2 детей выросли, и 2 внуков уже подрастают, слава Богу. Вы сегодня нам рассказывали про Российскую империю. Какие традиции Российской империи вы соблюдаете в своей семье, чтобы она была такой крепкой, здоровой и счастливой? Их много, все не перечислить. Все не надо, самые основные. Главная традиция – это терпение в семье. Семья строится не на любви, как говорят сейчас, очень часто на свадьбах. Имеют в виду не ту любовь, которую имели в виду традиционно в Российской империи. В Российской империи любовь – это Христова любовь. Это всеобъемлющая любовь, жертвенная любовь. А то, что говорят сейчас, называя любовью, это эгоистическая любовь, это любовь для себя. Мне нравится в тебе что-то, вот то, что мне даст удовлетворение, какое-то удовольствие. Это не так. В вашей крепкой, здоровой семье, основанной на традициях Российской империи, какое место занимают финансы? Ну, не первое, это точно. Одно из последних, наверное, мест. Если есть общее дело, есть общая семья. Что-то мы делаем сами, очень много делаем сами, да, с помощью друзей. То, что необходимо, какой-то минимум финансов, откуда они появляются, неизвестно откуда. Жена должна работать? Нежелательно. В российской традиции жена не работала в основном. В Российской империи доходы мужа, они были рассчитаны, чтобы он семью содержал. А сейчас, конечно, Советский Союз эту систему сломал, но это не советское, это тоже западное новшество. Это на Западе эмансипация, феминизм были подогреты бизнесменами, которые были заинтересованы в том, чтобы закабалить все население, в том числе и женщин, через женщин тоже. Отобрать детей, чтобы их воспитывали какие-то специализированные организации, детские сады, не семья. И это конец 19 века в Европе и начало 20 века в России. Разбивали семью. Какой совет вы дадите молодому подрастающему поколению для создания крепкой ячейки общества? Женитесь, и вы хотите замуж, пока еще дураки оба. Самый лучший совет, который мы сегодня услышали. Спасибо вам, Василий. Меня зовут Айзеля. Как часто ты здесь бываешь? Ну, вообще, я думаю, что я здесь бываю раз в несколько месяцев, может быть, даже чаще. Парни наши нравятся? У меня уже есть молодой человек, с которым первый раз мы заговорили как раз-таки в штабе, вот он вот там сидит. Молодой человек. Да, Как тебя зовут? меня зовут Камиль. Камиль. Ну-ка, расскажите-ка, как это случилось, что вы здесь познакомились и заговорили? Я пришел в штаб, сразу влюбился с первого взгляда. Ну и пошло-поехало.
Я вот за тем столом сидела, пила чай, одиноко. И За каким? Где тот счастливый стол? Вон там, да? Да. Вот за этим. Можно показать счастливый стол? Это счастливый стол. Мы всем будем говорить, что там нужно сидеть. Вот, я одиноко сидела, пила чай, ела вкусняшки. Ко мне подсел Камиль, начал шутить. Вот этот? Да, вот этот Камиль. Шутил? Да, Смешно шутил? Или так? Как оцениваешь свои шутки? хорошо оцениваю. Смешно шутил? Да, смешно шутил. честно скажи. Честно, Или смешно. так себе? Нет, смешно, хорошо шутил. Так, и что? Что, давай рассказывай. Вот, что-то шутил, смешил меня, я смеялась, и вот так и познакомились, можно сказать. Только первый раз заговорили. Секрет успешной личной жизни в нашем штабе «Татар» раскрыт. Шутки, смех и чувство юмора, правильно? Так точно. И что ж было дальше? Все не расскажешь. Так много всего было? Конечно, конечно. Если рассказывать, можно вот часами сидеть, можно выступать, можно выступать вместо спикера. Ой, обожаю эти долгие истории. Ну что ж, значит, вместо спикера? Да, можно В вообще. следующий раз устроим истории любви нашего штаба «Татар». Да, Готов выступить? конечно. Что готов сделать для своей девушки? Готов на все. Готов. Слышала? Готов на все. Готов свернуть горы. Какие конкретно горы ты готов свернуть? Эверест. Ты уверен, что ей надо, чтобы ты сворачивал горы? Но если она захочет. Что насчет денег? Денег? Ну, денег, ага. Каких денег? Шуршащих. Я вложил в капитал прожиточного минимума. Квартиру, что ли, купил? Можно сказать и так. Уже все совместное? Ну, можно и так сказать, да. Говори как есть. Квартиру ей купил? Пентхаус. На самом деле мы студенты, и в связи с этим материальная сторона как бы не особо важна. Мы все понимаем, у нас только чистая искренняя любовь, без каких-то разговоров о деньгах. Сколько тебе лет? 19. 20. 19 и 20 лет. Никакого разговора о деньгах. Подождем 5 лет, возьмем интервью этой прекрасной пары, когда они же купят пентхаус, несколько машин, правда? Правда. И совсем другие разговоры у нас начнутся на штаб Татар ТВ. Sağlıkta, üzüm gündür yıllar
Sabahı bağlarız
Yaz killerden gider Ömer şulayı de Utanma, utanma, utanma Utanma, utanma, Aşıkla barınma cillerden Hazır sevası yularım Uğranın bin köpürgülerden Ezike varılmaz farkına Mümkünde kıyılmaz sarana Hasret ne güler ezikeye Şiddetle salsa yara Min sinirler bu yana Aşıkla barınım cillerden Ezilse varası yularım Ölümün bin köpürgülerden Min sinirler bu yana Aşıkla barınım cillerden Ezilse varası yularım Ölümün bin köpürgülerden Var mı yıldır tigiz Şanlık baktırmış da faydalar Altı yaş bulup min halkanı Köyüne kapasa bulutlar Min sinelerim boyuna Aşık yollarım cillerden Ezilse varası yularım Ölürüm min köpeklerden Min sinelerim boyuna Aşıklanlarım cilerden Ezilse varası yularım Ölürüm min köpeklerden Ezilse varası yularım Ölürüm min köpeklerden Ölürüm min köpeklerden Yollarına karşı çıkmayın Yollarından yağıştırma bitsin Aşana kırmezin kar Yine neşin var kesin var Bulanı bulan gidiyen bulan Başkalarına şuvay başı gidiyen bulan Bu dünyada başkalar bitsinler Sine aşık gide ağlar bu bitkiler Yollarıma karşı çıkmayın Bunları ben yanlıştırma bilsin Koşada gülmez var Benim eşin var ettiksin